Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Старший сын таджикского президента Эмомали Рахмона, 28-летний Рустам Эмомали, может унаследовать пост отца. Западные СМИ сообщают о тайной подготовке поправок в закон республики о выборах. Сын или члены семьи будут участвовать. Новый всплеск утечки мозгов из Центральной Азии. Самые квалифицированные специалисты переезжают тысячами в Россию. Друзья тоже туда переехали и сейчас очень неплохо зарабатывают. В Казахстане могут запретить курение в автомобилях. Пока речь идет о запрете на курение в авто в присутствии детей. За это даже самые убежденные любители табака. Месседж дан верный. Не курите при детях. Власти Сирии разрешили ООН эвакуировать из города Мадая часть умирающих от голода жителей. Между тем, во Франции в транзитных лагерях беженцы с Ближнего Востока и Афганистана также страдают от холода, голода и инфекционных болезней. Я хочу им сказать, пожалуйста, не приезжайте. Ситуация тут не такая, как вы думаете. Стать марафонцем, чтобы изменить свою жизнь. В Бишкеке началась подготовка к самому массовому в Кыргызстане любительскому марафону. С дивана встать нетрудно, трудно бежать уже, когда сил нет. Очень приятно чувствовать себя сильным человеком. Вслед за поправками о пожизненном пребывании Эмомали Рахмона на посту президента, власти Таджикистана планируют изменить конституцию страны и внести поправки о снижении минимального возраста для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Об этом на условиях анонимности сообщили русской службе BBC таджикские депутаты. Оппоненты президента считают, что таким образом Эмомали Рахмон готовит передачу власти по наследству своему сыну. У нас на связи наш корреспондент в Таджикистане Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Предыдущие поправки в Конституцию, принятые на днях, и так сделали власть действующего президента Рахмона практически безграничной и бессрочной. Что известно о новой законодательной инициативе? Здравствуйте, Динара. Одно и то же лицо не может быть президентом более 2 сроков подряд. Говорится в статье 65 части 4 Конституции Республики Таджикистан. Однако, согласно копии текста заседания Совета парламента, имеющейся у редакции «Радио Зуди», депутаты Нижней палаты выдвинули предложение внести поправки и добавить еще один пункт в статью. В документе написано, что согласно предложению парламентариев, ограничение о количестве избраний не должно касаться лидера нации, которым в середине декабря после единогласного принятия закона об основоположнике мира и согласия стал нынешний глава государства Эмомали Рахмон. Согласно пока действующей редакции Конституции, его полномочия истекают в 2020 году, и выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах он не может. Но предлагаемые поправки вообще дают ему возможность возглавлять страну пожизненно. Стратегия этих изменений заключается в том, чтобы дать возможность действующему президенту, как пешвой миллат, на ближайших и последующих выборах иметь возможность участвовать в качестве кандидата в президенты. А исход его участия в качестве кандидата в условиях Таджикистана известны. Также в соответствии с проектом поправок к Конституции, которые обсуждались в парламенте страны, по информации Радио Зуди, предлагается сократить возрастной ценз кандидатов на пост президента с 35 до 30 лет. Данные изменения в случае их принятия дадут право Рустаму Эмомали, старшему сыну действующего президента, выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Ему тогда исполнится 33 года. Поскольку в соответствии нового закона, принятого и который хотят имплементировать в текст Конституции, лидер нации, как новый институт государственной власти, стоит над президентом и над другими органами государственной власти и управления, и его рекомендации и советы имеют обязательный характер, то есть императивный. Закон о лидере нации, принятый в конце прошлого года, по словам экспертов, дал Эмомали Рахмону статус неприкосновенной фигуры, а также имуществу, принадлежащему ему и членам его семьи. После окончания президентского срока он также сохраняет за собой право обратиться к народу республики, а его мнение обязательно должно быть учтено при принятии решений по внутренней и внешней политике страны. В данном случае следует подчеркнуть, что если под влиянием отдельных стран и международных организаций, которые имеют влияние на
внутриполитические процессы в Таджикистане, все-таки Эмомали Рахмон воздерживается от участия в качестве кандидата на очередных президентских выборах, тогда сын или члены семьи будут участвовать при его поддержке. Жители столицы Таджикистана реагируют на эту информацию достаточно спокойно. Неожиданностью для большинства это не стало. Нет, я не сказал бы, что это неожиданно. Я предполагал. Ну, все устраивает. Отношение к этому нейтральное. Изменения в Конституции страны, возможно, не будут ограничены статьей, касающейся главы президент. Также предлагается поправка, предусматривающая запрет на регистрацию политических партий религиозного характера. Напомним, что единственное подобное политическое объединение, партия Исламского возрождения Таджикистана, была вначале запрещена, а затем ликвидирована в прошлом году. Ее руководители обвиняются по таким статьям, как мятеж, терроризм, организация преступного сообщества и другим. Динара. Спасибо, Анушервон. Квалифицированные специалисты тысячами покидают Центральную Азию. К примеру, из Казахстана за 10 месяцев прошлого года, по данным Республиканского комитета статистики, уехали на ПМЖ в другие государства более 25 тысяч человек. Для 17-миллионной республики это значительная цифра, которая ежегодно увеличивается. Более 2,5 тысяч человек выехали только из Северо-Казахстанской области. Почему покидают родину? В репортаже Нургуль Алиной. Житель Петропавловска Константин, студент колледжа, учится на сварщика. После завершения учебы планирует переехать в Россию. Считает, что зарплаты в Казахстане очень низкие. Поэтому после окончания колледжа он собирается поступить в российский вуз и остаться в России. Планирую переехать в Россию, в город Санкт-Петербург, так как там дешевле обучение и очень легко найти работу по моей специальности. Мои друзья тоже туда переехали. И сейчас очень неплохо зарабатывают. Юрий Семко выучился в Астане на железнодорожника. Говорит, что несколько месяцев не может найти работу по профессии с хорошей зарплатой. Друзья позвали в Россию. И теперь он собирается переехать в Омск и трудоустроиться там. Больше всего многие сейчас вообще за рубеж и в Россию уезжают. Есть перспективы, обучение, жилье, заработок больше. Татьяна Никулина уже получила российский паспорт и собирает вещи. В ближайшие дни планирует переезд. Женщина считает, что в Петропавловске перспектив карьерного роста для нее, опытного специалиста, нет. Поэтому вместе с семьей она решилась сменить гражданство. Приходится менять место жительства. Когда падал курс, мы купили в России, в небольшом городе купили квартиру, хорошую квартиру. Мы специалисты с мужем, поэтому работу мы нашли без проблем. Такого уровня специалиста, тем более как муж, он там всегда спрашивается. Зарплата там достойная, позволяет нам жить. По данным Управления по миграции Северо-Казахстанской области, в 2014 году регион покинуло около 3,5 тысяч человек. В 2015 году немного меньше. В основном переезжают в Россию. В текущем году выехало на постоянное место за пределы Казахстана 2643. В 2014 году 3344. Основная часть граждан Казахстана, 98%, выезжает в Российскую Федерацию. Вместе с тем в области наблюдается в последнее время и обратный процесс. Некоторые уехавшие в Россию возвращаются в Казахстан, как, например, Евгений Сигутин, недавно вернувшийся с семьей из Сургута в Петропавловск. Поехали туда, здесь уже все продали, там квартиру сняли, конечно, капитал был. Первые полгода прекрасно было, там заработки хорошие были, ни в чем, как сказать, не нуждались, как сыр в масле катались. Но потом как-то с работы стало так тяжко, увольнения начались, там все вот это, как-то у меня уже тоска начала по родине брать. Да и здесь все-таки родственники живут все, мама, папа, и решили опять назад вернуться. Вот как 2 месяца вернулся назад сюда, в Казахстан. В целом по Казахстану отмечают отрицательное сальдо миграции. Покидающих страну больше, чем прибывающих на ПМЖ. Статистических данных по миграции за 2015 год еще нет, но тренд, безусловно, сохраняется. Уезжающих из Казахстана больше, чем прибывающих в страну. Нургуль Алина, Конур Абдрахманов, Азаттык ТВ.
Туркменистане резко ограничена свободная продажа табачных изделий. Об этом сообщает сайт «Хроника Туркменистана». Сигареты в Ашгабаде сегодня можно купить только из-под полы, и цены на них подскочили в 2 раза. А в Казахстане борцы по искоренению курения предложили ввести запрет на курение в автомобилях в присутствии детей. Эту инициативу Ассоциации безопасности дорожного движения поддержали даже заядлые курильщики. С подробностями Дмитрий Беляков. В Казахстане могут ввести запрет на курение в автомобилях в присутствии детей. Инициатива активно обсуждается в социальных сетях. Ее идейные вдохновители – Ассоциация безопасности дорожного движения. Их предыдущая инициатива об обязательном применении детских кресел в авто в прошлом году стала законодательной нормой и повлекла за собой немало штрафов и наказаний. Глава ассоциации Арсен Шакуов ранее ратовал и за полный запрет курения за рулем автомобиля. Но после бури протестных и негативных откликов ракурс вопроса был сужен. Если это введут, то мы видим это как штраф. Скорее всего, будем просить, чтобы первое хотя бы предупреждение было, потому что лично я не сторонник всегда штрафовать. То есть для меня все-таки это пропаганда и вести беседу с людьми. То есть и в случае, если выявится повторное нарушение, то уже, наверное, привлекаться будет к административной ответственности. А за 3 последующих у нас, сами знаете, идет лишение на год. Соответственно, систематика тоже будет учитываться здесь. Казахстанцы к инициативе отнеслись скорее положительно. Судя по комментариям в социальных сетях и откликам водителей, слово «дети» в этом предложении ключевое. Потому что там дети, они еще молоды, понимаете. Если один едешь, тогда можно. Правильно, конечно, правильно, потому что дети травятся в машине, взрослые-то сами травятся, еще и детей своих травят. Я считаю, что да, это правильно. Я и сам бросил курить. Поэтому думаю, что нужно всем бросать курить, это вредно. Если дети в салоне, конечно, лучше никому не курить. Интересно, что данную инициативу одобряют и с другой стороны баррикад. Один из защитников прав курящих в Казахстане Денис Ибрагимов назвал предложение не курить в автомобиле при детях одним из самых здравых за последнее время. По его мнению, до статуса закона проект не дотягивает, но основной посыл авторов четко прослеживается. Даже если это с трудом будет контролироваться, потому что в самом деле, как отследить, то, во всяком случае, месседж дан верный. Не курите при детях. Не курите при детях ни в авто, ни в других закрытых помещениях. Запрет на курение в автомобилях с несовершеннолетними действует в нескольких странах. К примеру, в Великобритании штраф за подобное нарушение составляет 50 фунтов. Аналогичные законы действуют в некоторых штатах США, Австралии, Канаде и нескольких странах Европы. С прошлого года этот проект активно изучают и в России. Основные вопросы – это видеофиксация правонарушения и проблемность его доказательства в административном суде. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Власти Сирии разрешили ООН эвакуировать из города Мадая часть умирающих от голода жителей. Между тем, во Франции в транзитных лагерях беженцы с Ближнего Востока и Афганистана также страдают от холода, голода и инфекционных болезней. Я хочу им сказать, пожалуйста, не приезжайте. Ситуация тут не такая, как вы думаете. Стать марафонцем, чтобы изменить свою жизнь. В Бишкеке началась подготовка к самому массовому в Кыргызстане любительскому марафону. С дивана встать нетрудно, трудно бежать уже, когда сил нет. Очень приятно чувствовать себя сильным человеком. Миссии ОБСЕ в Украине наконец-то удалось организовать постоянный видеомониторинг в наиболее проблемных точках линии разграничения между вооруженными силами Украины и военными формированиями донецких сепаратистов. 2 новые базы расположены в Красноармейске и Светлодарске. Наблюдатели при помощи видеокамер будут отслеживать ситуацию круглосуточно. Патрульные базы ОБСЕ открылись по обе стороны линии соприкосновения. До последнего времени участники конфликта, нарушая мирные договоренности, часто обстреливали друг друга при помощи крупнокалиберной артиллерии. Теперь ОБСЕ сможет фиксировать все нарушения перемирия. Я только что приехал из Минска, где мы встречались со сторонами конфликта, и они подтвердили, что согласны соблюдать режим тишины, о котором мы договаривались в конце декабря. Также они подтвердили, что у ОБСЕ будет свободный доступ на все территории Украины, включая территории, неподконтрольные властям. Передовая патрульная база в Красноармейске будет проверять, действительно ли эта свобода передвижения будет обеспечена. Сейчас, как вы знаете из наших отчетов, наша свобода передвижения ограничена.
Между тем, президент России Владимир Путин и его американский коллега Барак Обама снова вступили в контакт, на этот раз по телефону. Они обсуждали ситуацию в Украине. Белый дом сообщает, что Обама призвал Путина перестать поддерживать сепаратистов, а пресс-служба Кремля опубликовала на своем сайте, что российский президент настаивал на согласовании с ним проекта новой украинской конституции. Также лидеры обсудили ситуацию в Сирии и договорились теснее координировать борьбу с терроризмом. В самой же Сирии из Дамаска в сторону осажденного города Мадая, жители которого умирают от голода, отправился второй гуманитарный конвой ООН и Красного полумесяца. Представители ООН заявляют, что удалось договориться с властями Сирии о частичной эвакуации жителей Мадаи, наиболее пострадавших от голода. Правительство Асада пообещало беспрепятственно выпустить из города колонну Всемирной организации здравоохранения. Было установлено прямое сотрудничество Всемирной организации здравоохранения с сирийскими властями, чтобы облегчить эвакуацию в особо опасных случаях. В Мадае мы обнаружили людей, которые действительно должны быть перевезены в госпитали для лечения. Мы надеемся, что этот процесс начнется в ближайшие дни. Стихийный лагерь беженцев во французском городе Кале получил печальную известность, когда его подожгли после парижских терактов. На ограде этого лагеря известный художник Бэнкси нарисовал Стива Джобса в образе мигранта. Отсюда беженцы с Ближнего Востока отправляются в рискованный для многих смертельный путь из Франции в Британию. О том, что происходит в лагере на берегу Ла-Манша, наш корреспондент Гулясаль Камолова. Раннее утро, город Кале, север Франции. В палаточном лагере беженцы только-только просыпаются. В зимнее ветреное утро идут умываться холодной водой. После дождя огромные лужи между палатками беженцев, слякоть и сырость. Хиджатулла – беженец из Афганистана, один из тех, кто хочет получить статус беженца в Великобритании. Я уже полмесяца как нахожусь здесь. Очень холодно, очень плохая ситуация. Людям трудно, но они надеются как можно быстрее перебраться в Англию. Даже чтобы умыться, нет горячей воды. Из-за холода грязно. Многие, кто живет здесь, заболели кожными инфекциями. Но беженцы все равно приезжают сюда, и все хотят в Англию. Я хочу им сказать, пожалуйста, не приезжайте. Ситуация тут не такая, как вы думаете. В 35 километрах от Великобритании проживает более 6 тысяч беженцев из Афганистана, Ирака, стран Африки. Их единственное желание попасть на территорию Англии, даже рискуя своей жизнью. От заветной мечты отделяет лишь Евротуннель. За последние несколько месяцев десятки беженцев погибли, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш. Палаточный лагерь беженцев местные жители и журналисты давно окрестили джунглями. Да и сами беженцы свое маленькое государство называют именно так. Джунгли имеют свою карту, на каждом участке проживают группы одной национальности. В палаточном лагере есть церковь, где проходят церковные службы, информационный центр, много продуктовых палаток и афганских кафе. Большинство беженцев не хотят, чтобы их лица снимали на камеры. На вопрос «почему?» не отвечают. Большая часть ожидающих перебраться в Великобританию – мужчины. Абдулгани бежал из Афганистана через Иран. Он рассказывает, что в палаточном лагере украли из его палатки продукты питания. Здесь ножом порезали и забрали еду. Многие французы добровольцами помогают беженцам в Кале продуктами питания, одеждой. Как жителю Кале мне грустно. Лично мне беженцы ничего не сделали. Иногда читаю в газете, что они что-то украли в магазине, но с другой стороны никто не имеет права говорить им, чтобы они покинули страну. У них на родине война, нищета, надо им помогать. Буквально в нескольких метрах от палаточного лагеря беженцев правительство Франции достраивает контейнерный лагерь. В контейнерном лагере будет возможность подать на статус беженца и легализоваться во Франции. Но беженцы не спешат переселиться в лучшие условия. Они хотят уехать в Великобританию. В 150 контейнерах могут проживать лишь 1500 беженцев. А по словам самих беженцев, к 6 тысячам жителей палаточного лагеря все еще прибывают те, кто в надежде перейти Ла-Манш и оказаться в желанной Англии. Нефть на мировых рынках опустилась ниже психологической отметки – $30 за баррель. Эксперты ожидают дальнейшего обвала рубля и валют центральноазиатских республик, экономики которых тесно связаны с российской. О возможных сценариях углубления экономического кризиса в России наш корреспондент Вадим Кондаков побеседовал с известным экономическим экспертом Евгением Гонтмахером. Трагизм-то заключается в том, катастрофичной ситуации, что так как мы подсели, вот эти цены, они автоматически, цены на нефть и газ автоматически влияют там, на курс рубля к доллару, автоматически. Это сейчас можно просто выстраивать кривую, да, вот, зависимость прямая. А это автоматически влияет, естественно, на рост цен.
Ну, почти автоматически, потому что, понятно, какая-то часть товаров отечественная, но импортные товары, естественно, возрастают в цене, а многие отечественные товары на самом деле это сделано из комплектующих или из каких-то сырья, которые тоже все равно импортируются, потому что все это импортозамещение, это все миф, и к этому, в общем, надо относиться, это несерьезно, это все не более чем политические какие-то заявления. Вот. А это, естественно, таким же самым образом бьет по кошелькам, когда ты приходишь в магазин и вдруг видишь, что у тебя там, не знаю, картошка, капуста, там, не знаю, там какие-то молоко, мясо, курицы вдруг подорожали там, на очередные там, 10-15%. И вот надо ожидать момента, когда желудок, наконец, разбудит мозг у какой-то части нашего населения. Снова же, это не будет проявляться в том, что какие-то будут бунты, но люди, по крайней мере, начнут, может быть, говорить об этом. Есть, конечно, какой-то минимальный шанс на то, что там наверху, ну, прежде всего, Путиным будет принято решение все-таки проводить какие-то реформы, в чем я сомневаюсь, честно говоря, потому что весь бэкграунд, вся, так сказать, его траектория движения, как политика, за все вот эти уже 16 лет скоро, говорят о том, что он будет до последнего держаться за так называемую стабильность, о которой он очень любит говорить, то есть ничего не менять. Ничего не менять, несмотря ни на что. Учитывая сложившиеся обстоятельства, получается, что нам ничего не остается, кроме как подтянуть наши войска. Да, я считаю, несколько лет, 5-7 лет, возможно, больше. Это годы, когда нашему населению, ну, по крайней мере, основной массе нашего населения, придется много чего в таком житейском, социальном плане испытать. Как мы это пройдем? Пройти-то пройдем, но с чем мы выйдем? Выйдем ли мы во внешний мир после всего этого дела в качестве страны, которая занимает достойное место, приличествующее такой большой стране, как Россия, или выйдем в качестве какого-то вечного аутсайдера. Ну, пока, к сожалению, склоняюсь ко второму варианту. В Бишкеке около полусотни горожан готовятся к участию в ежегодном большом забеге, который состоится через несколько месяцев на Иссык-Куле. Это рядовые жители кыргызской столицы разных профессий. Тренировки проходят вполне профессионально, несмотря на мороз и раннее время. Наш корреспондент Джибек Бегалиева узнала, что заставило обычных бухгалтеров и учителей испытать себя на выносливость. Город спит, город еще не проснулся. На часах 6:30. В это время в ботаническом саду уже идут тренировки. Чтобы не замерзнуть, ни минуты на месте. Разминка и снова бег. Мне тяжело было вставать, но классно, я рада, что я здесь. Супер. Классно, хороший заряд энергии на весь день. Сотрудница фармакомпании Назгуля бежит в первый раз. Здесь все обычные горожане, учителя, бухгалтеры, студенты. И это вовсе не клуб для тех, кто хочет похудеть. Сюда приходят за большим. То, что я собираюсь пробежать марафон, это в первую очередь для себя. Победа над собой, над своей ленью. С дивана встать нетрудно, трудно бежать уже, когда сил нет. С дивана на марафон. Так называется программа подготовки к большому забегу длиной в 42 километра. Один из тех, кто готовит горожан к испытанию, Нурлан Джуманалиев. Сотрудник бизнес-школы побежал сам несколько лет назад. Вся история начинается с того, что я захотел изменить свою жизнь к лучшему. Развить выносливость. Единственное, что, ну, годы идут, стареем. Потом у меня маленькая дочка родилась. Мне захотелось прожить еще 40, чтобы видеть, как она там станет на ноги, родить детей, устроить свою жизнь. Нурлану почти 40. В год он участвует в 2 больших марафонах. А потом, знаете, очень приятно чувствовать себя сильным человеком. Те, кто только ощутил, каково это – преодолеть себя, пока не хвастают. Даже сегодняшние 5 километров даются кому-то с трудом, а кто-то бежит, потому что так надо. Поддержка нужна близкому человеку, брату. Инициатива моя была, конечно. Он решил, он предложил, и мы как бы согласились. Чаще всего брат подбадривает. Он толкает ко всему, давай, сделай, ты сможешь, и все. Впереди еще месяцы тренировок, а потом самое главное – большой ежегодный марафон на Иссык-Куле. И это как раз-таки тот случай, когда важна будет не победа, а участие. Джибек Бегалиев, Азат Нутымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.